Всем привет! Вы знаете, наблюдаю очень долго уже эту историю с Абхазией. И думаю, пришло время мне высказаться, потому что когда-то был со мной такой случай, когда я мечтала поехать в Абхазию. Это была мечта всей моей жизни. Я вместе с семьей и с лучшей подругой поехала в Абхазию. Ребенку у меня было, 6 лет. И после этого путешествия в Абхазию я сказала, больше никогда в жизни моей ноги не будет в этой стране. Когда-то мечтала попасть туда, а теперь сказала, нет, нет, нет. Да, было все очень плохо, потому что ротавирус, с которым сама Абхазия не борется, это просто феноменально. Мы жили у хозяйки, у которой был частный пляж, у них не было ни одного мусорного ведра. И когда мы спросили, почему у вас нет мусорного ведра на пляже, она говорит, а зачем я буду платить? Вы русские свиньи, заметьте, все равно все засрете. И когда кафешки в Абхазии стоят высоко на берегу, и все эти стоки идут в море, а люди там купаются. Мы все переболели настолько сильно, что это просто, это не передать словами. Когда я приехала с ребенком уже домой, мне пришлось сдавать анализы, и я очень боялась, что мы подхватили кишечную палочку. Но лечение было очень долгим. Все эти достопримечательности Абхазии, святые, как они говорят, озеро Рица. Да, далеко, и что? Мы приехали, посмотрели. Везде там сваи стояли, то есть никакого такого впечатления яркого мы не получили. Джипинги высоко в горы, когда приезжаешь и смотришь на 3 струи, которые льются из водопадов. Или в Альпийские горы мы ездили, приезжаем, а там, извините, там все пьяные, потому что туристы все пьяные, потому что все болеют. И вы знаете, чем все лечились? Лечились водкой с перцем, потому что лекарств нету и уже ничего не помогало. И сами абхазы, конечно, я не могу сказать, что все себя ведут неадекватно, но чем ближе к центру, тем абхазы хуже. Мы отдыхали в Цантрипше, великолепное место, очень добрые хозяева. Вот там нету проблем. Хорошие люди. В Цантрипше есть прекрасная достопримечательность, большие белые валуны. Ну и что вы думаете? Они тоже все засраны, потому что это все превратили в туалеты. Я не знаю, как сейчас там, у меня нет желания даже ехать туда, но очень жаль, что такое прекрасное место на нашей планете, скажем так, настолько сами же местные жители и засрали. А все эти брошенные парки, красивейшие брошенные парки, и дела никому нет. Ну и, конечно же, вот эти 300 рублей дошираки, ну не знаю. Мы, конечно, кушали хорошо, мы готовили есть, но цены там ломят, да, цены ломят, согласна. То есть у меня впечатление про Абхазию до сих пор не изменилось, и я никогда бы не хотела вновь побывать в этой прекрасной стране. Да простят меня те, кто живут там, и простят меня те, кому я отношусь с уважением. Я не хотела никого обидеть, и конкретно обидеть жителей Абхазии. А чиновники, конечно, там начинают уже творить что-то невообразимое. Обратите внимание на свой край, красивый, но он у вас полностью погибает. Но если еще и русские не будут к вам ездить, ну тогда отдыхайте сами с собой и убирайте свой мусор. И бычки, которые у вас оставлены после сигарет на своих святых местах, по вашим словам. Всем хорошего дня. Не могла не высказаться. Простите, что долго. Ура!